Благодаря государственной независимости страны и при непосредственной поддержке правительства Республики Таджикистан совместно с патриотично настроенными предпринимателями в столице активным ходом продолжаются созидательные работы по благоустройству и сооружению ряда современных объектов различного назначения. За последние годы облик города Душанбе путем строительства и сдачи в эксплуатацию высотных многоэтажных зданий изменился в коренном образе. К примеру, можно увидеть строительные работы на 3 блоках многоэтажных жилых объектах, расположенных по улице Мирзо Турсунзады столичного района Шохмансур, который возводится на высоком качественном уровне со стороны общества с ограниченной ответственностью «Партнер». При поддержке правительства страны, исполнительного органа государственной власти города Душанбе и патриотично настроенных предпринимателей облик столицы с каждым днем становится все краще и благоприятнее. Все эти привилегии направлены к достойной встрече 30-й годовщины Дня государственной независимости. В рамках проектирования в здании будут возводиться современные подземные парковочные автостоянки, детская площадка, места для отдыха и гуляния, а также торговые центры. Благодаря осуществлению современных проектов градостроительства, созданию различных объектов, таких как школы, медицинские учреждения, центры бытового и культурного обслуживания, парки культуры и отдыха, а также озеленению и освещению улиц, площадей и скверов, Душанбе, как город мира и сплоченности, город надежд и чаяний всех таджикистанцев, с каждым днем становится краще и привлекательнее. Процесс благоустройства и творческих мероприятий по случаю 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан и в рамках годов развития села, туризма и народного промысла в районе Рудаки будут соорудированы и сданы в эксплуатацию более сотни объектов различного назначения. Нужно отметить, что строительство и ввод в эксплуатацию объектов в городках, джамуатах и селах городов и районов страны наряду с созданием благоприятных условий будет также активно способствовать обеспечению населения достойной жизни. В районе Рудаки, как и в других городах и районах страны, творческий процесс расширяется день ото дня. Жители района ежедневно вносят свой вклад в работе по благоустройству и созиданию местности. В рамках плана мероприятий в районе до торжественных дат из 414 пунктов юбилейных объектов 350 своевременно выполнены и сданы в эксплуатацию. До сегодня со стороны местных предпринимателей были соорудированы и сданы 45 пунктов по продаже угля и древесины и 55 пунктов по продаже сжиженного газа. Благодаря независимости государства и конструктивной политике правительства страны в сельском джумате Дейхкон-Арык Фархорского района Хатлонской области активным темпом идут работы по созиданию и благоустройству. В рамках плана мероприятий по достойной встрече 30-й годовщины Дня государственной независимости страны в районе джамуатах и селениях из намеченных 470 объектов различного назначения за 3 прошедших года более 300 объектов были своевременно соорудированы и сданы в эксплуатацию. Все эти инициативы были воплощены со стороны местных предпринимателей к годам развития села, туризма и народного ремесла. Открытие ряда вспомогательных объектов прежде всего служит развитию местности, обеспечивая тем самым множество жителей новыми рабочими местами и достойной заработной платой. Кроме того, здесь также уделяется особое внимание посадке вечно зеленых деревьев и сезонных декоративных цветов. Музыка в жизни каждого из нас играет ключевую роль и позицию. Музыка может быть эффективным способом для эстетического, духовного и психологического воспитания любого человека. Музыкальные инструменты различаются друг от друга. Однако у каждой нации есть свои национальные структуры. Доира же относится к группе ударных инструментов и является одним из важнейших национальных атрибутов таджикского народа. Доира имеет простую структуру. Она имеет духовный и развлекательный эффект. Доира состоит из круглой обечайки, сделанной из сухой виноградной лозы, орехового или букового дерева и натянутой на нее с одной стороны мембраны диаметром 360 до 450 мм. Искусство создания музыкального инструмента дуира для умелой мастерицы Амины Усманзады, которая вот уже на протяжении 20 лет занимается мастерством, не имеет никаких трудностей. По ее словам, хобби, которым она увлекается много лет, передалось ей по наследству от отца. Нужно
отметить, что в Таджикистане народные мастерицы и ремесленники в течение многих веков создавали ткани, посуду, музыкальные инструменты, ковры, предметы мебели, ювелирные украшения и многое другое. И сегодня для сохранения культа династии продолжают традиции своих предков. В Таджикистане существует целая династия народных мастеров, которые передают древнее искусство из поколения в поколение. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел является важной государственной задачей. Это именно то, что делает нашу культуру богатой и неповторимой. Почти каждый уголок нашей страны имеет свой определенный вид ремесла. Одним из древнейших видов народного таджикского промысла является ювелирное дело. В данном контексте для развития народного промысла и в честь достойной встречи 30-й годовщины Дня государственной независимости страны, в стране под эгидой Хунар Омускас Хунарманди Даркушоикуни Надарбанди состоялся городской этап фестиваля ювелирного искусства. Ювелирное искусство – одно из ярких проявлений художественного творчества таджикского народа. В этих изделиях, как в зеркале, отражается яркая работа, этнические нормы общества, социальные отношения и традиции. Сегодня так же, как и столетия назад, ремесленники не только совершенствуют свое мастерство, но и передают древнее искусство прадедов своим ученикам. Для создания каждого изделия художник создает образ изделия, в мыслях переносит на холст. Кропотливая и долгая работа рождает неповторимые произведения искусства. В Таджикистане ювелирные украшения всегда были неотъемлемым атрибутом национального костюма. В качестве дополнительного декора использовали полудрагоценные камни, которые имели определенный смысл. Мир ювелирного искусства Таджикистана широк и многогранен, и сегодня у ценителя этого промысла есть все шансы приобрести настоящее произведение больших мастеров, бережно сохраняющих народные традиции. В Шахритузском районе по инициативе Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан состоялся районный конкурс-фестиваль «Чакумай-Гесу» и «Лучшая домохозяйка». Проведение подобного рода мероприятий в стране стало традиционным. Нужно отметить, что фестиваль-конкурс «Чакумай-Гесу» проводится с целью повышения статуса и достоинства таджикской женщины, пропаганды национальной одежды, улучшения качества национальных тканей, таких как атлас и шелк, народных орнаментов чакан и алуча, золотошвейных изделий и тюбетеек. Участники конкурса, которые в основном были девушки и женщины с длинной и красивой косой, приложили усилия посредством программы передать красоту и уникальность 4 высокой культуры таджикского песенного и танцевального искусства, национальной одежды и украшений и все культурно-развлекательные времен года райской природы Таджикистана. Кроме того, со стороны умелых домохозяек на суд зрителю были представлены национальные блюда и кулинарные изделия.